мне кажется, больше стало патриотизма. Я даже помню 2014 год, я был в командировке в Кривом Роге, и там было такое застолье, и стал один мужчина, я его не знаю, просто была большая компания, и сказал, что я хочу выпить за Владимира Путина. И я тоже удивился. А потом он начал говорить тост, что благодаря этому человеку я понял, что я украинец. И я понял, что мои друзья украинцы. Понимаете, может быть, вот эта негативная ситуация, которая происходит с страной, она разбудила в населении этой страны гражданство, я бы так сказал. И люди стали понимать и ценить и независимость, и страну. Ну, не все пока, к сожалению, но я надеюсь, это будет со временем все больше и больше. А, кстати, а что для вас патриотизм? Что вы вкладываете в это понятие? Патриотизм, он разный бывает. Ну, если в мирное время это элементарно бросить окурок в урну, это я считаю патриотизм. Перевести бабушку через дорогу, это я считаю патриотизм. Воспитать сына своего, это я считаю патриотизм. А в военное время добавляется плюс ко всему этому и готовность защищать свою страну, ставить интересы страны выше, наверное, своих собственных интересов. Но патриотизм – это тоже очень опасное чувство, на котором могут играть не очень порядочные люди с телевидения, с того же самого, да? Как английский писатель, по-моему, я не помню точно его имени, сказал такую фразу, что патриотизм является последним прибежищем негодяев. То есть негодяи, используя все средства, последним средством и самым сильным их могут быть патриотические чувства людей, потому что на этом можно очень сильно играть и проворачивать какие-то свои цели. Салтыков-Щедрин, например, известный российский прозаик, говорил же, если в России что-то где-то, если в России начали говорить о любви к родине, то значит что-то где-то украли.